Всем доброго утра, отличного настроения. Вот и пришла осень, и самое главное, к нам вернулся Руслан. Ну, осень же еще не пришла, я надеюсь. Ну, слушай, по Середина температуре августа. вот начинается, я прям бы сказала, что пришла. Ну, может да, быть, конечно, сравня- мы ждем еще когда-то тепла, но подробнее об этом чуть попозже. Самое главное, мы в полном составе. Но мы, конечно же, желаем вам отличного, хорошего утра. Постараемся сделать его традиционно бодрым, чтобы вы подготовились к очередной рабочей неделе и понедельнику. Ну, мы напоминаем, что у нас есть канал в мессенджере Макс, также в Телеграм-канал. Подписывайтесь и будьте в курсе всех наших событий. Ну, а прямо сейчас традиционно расскажем, что же произошло в России и в мире, пока вы спали. Российские школьники завоевали 2 золотые и 2 серебряные медали на Международной олимпиаде по информатике в Ташкенте. Ученики решали задачи без доступа к телефонам и интернету на языке программирования C++. Один из россиян, Владимир Жиганов, занял абсолютное второе место среди всех участников. Организаторы следили за тем, чтобы участники оставались в полной изоляции, без доступа к информационным ресурсам. Но мы можем только поздравить наших школьников. Большие молодцы. И, конечно же, перед новым учебным годом хорошая новость. Ну и самое главное, начинаешь думать, а если оставить наших школьников в полной изоляции, посмотреть, что они решат. Ну, посмотрим, может быть, все будет очень даже неплохо. Ну а в московском зоопарке впервые за несколько лет родился детеныш лесного северного оленя. Самочка появилась на свет еще 24 мая, день рождения своей матери-малышки. Первые месяцы жизни детеныш провел вместе с матерью в отдельном вольере под наблюдением специалистов. Когда он окреп, его перевели в основную группу. Теперь посетители могут увидеть олененка в экспозиции старой территории зоопарка рядом с большим прудом. Да, ну, я думаю, хорошая новость для москвичей, да, посмотреть северного оленя прямо вживую. Ну и здорово, что это новость на самом деле, потому что приятно, когда наши родные животные попадают на обозрение и, естественно, пользуются популярностью, потому что это правда стало новостью. Ну что, я думаю, что сейчас самое актуальное, как уже сказала Вероника, что почему-то уже наступила осень, давайте посмотрим, почему. Ну, потому что в центральных районах сейчас 10-16 градусов тепла, в заречной группе от 10 до плюс 15, в южных 7-12 выше 0, в Заилюйской группе плюс 9, плюс 16, в Нижнеленских 8-14 градусов тепла, в западных плюс 7, плюс 15, в Колымо-Индигирской группе улусов 6-17 со знаком плюс, в Янских плюс 5, плюс 10, на северо-западе 6-16 выше 0. В столице в 6 часов утра температура плюс 8 градусов, атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба, ветер 3 метра в секунду, западный. Сегодня днем пасмурно, ветер северо-западный 1,4 метра в секунду, температура днем в столице плюс 14, плюс 16 градусов. Ну что, мы прослушали погоду, узнали, какая температура за окном. Ну а пока синоптики спорят, где обещанное тепло, а где внезапный сентябрь, мы с вами знаем верный способ согреться. Друзья, откладываем чай и бутерброды. Ваше тело проснулось, а мышцы и еще нет. Пришло время превратить скучную воду в тренажер. Да-да, вы не ослышались. Сегодня наш инструктор расскажет, как с подручными средствами, с баночками с водой сделать комплекс упражнений. Доброе утро, Якутск! С вами я, тренер Мария Варламова. И с вами у нас сегодня упражнение с акцентом на руки. Берем бутылочки, либо у кого есть гантельки, берем гантельки. Ноги на ширине плеч, коленки чуть-чуть согнуты. И у нас подъем на бицепс. На выдохе поднимаем, на вдохе опускаем. Вдох через нос, выдох через рот. Локти стараемся полностью не выпрямлять. По 10 раз, по 2 подхода. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Во время отдыха бежим. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И второй подход. Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Следующее у нас второе упражнение. Жим на трицепс.
то есть на заднюю часть руки. Ноги на шире плеч, коленки согнули, поясницу держим, спина прямая. Локти стараемся полностью не выпрямлять. Внизу вдох и наверху выдох. То же самое по 10 раз, 2 подхода. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Побежали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Молодцы. Следующий у нас жим на плечи. Ноги на шире плеч, коленки согнуты, локти в стороны. Наверху полностью не выпрямляем локти, касаемся бутылочками. Вдох и выдох. Начали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Побежали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Второй подход. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. После каждой тренировки обязательно делаем растяжку. Тянем за пальцы рук, растягиваем бицепс. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли руку. Раз, два, три, 4, 5. Руки за голову тянем на трицепс. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли. Раз, два, три, 4, 5. Руку взяли к себе и растягиваем плечи без рывков. Раз, два, три, 4, 5. Поменяли. Раз, два, три, 4, 5. Сделали глубокий вдох. Выдох. Еще раз вдох. И выдох. С вами была я, тренер Мария Варламова. Всем хорошего дня и пока-пока. Отлично, тело теперь в тонусе. Переходим к главному, а именно к самым свежим и актуальным новостям. Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Новая школа номер 1 в Якутске готовится принять первых учеников. Стройготовность здания на 253 учащихся достигла 100%. Глава республики Айсен Николаев ознакомился с учебными помещениями и созданной инфраструктурой школы. Он отметил, что открытие нового здания позволит обеспечить детям современные и комфортные условия для обучения. Новое четырехэтажное здание расположено, напомню, на проспекте Ленина. Его общая площадь превышает 6000 квадратных метров. Проектом также предусмотрены благоустройство прилегающей территории и спортивные площадки. Надеемся, что 1 сентября ввод объекта будет оформлен документально, и окружная администрация примет этот объект. И после того, как мы получим лицензию, мы, естественно, войдем в здание. 10 километров автотрассы Вилюй продолжат дорожники МУАТ до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна. Попутно дорожники реконструировали и мост через реку Хадар, заменили его основание и обновили подъезды. Движение машин возобновлено. На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ЩПС фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов.
Волонтеры Саха из Москвы налаживают дружбу со столичными добровольческими сообществами. К их акции по помывке инвалидных колясок для военных госпиталей Центрального региона присоединился отряд «Добрые совы». А серебряные волонтеры Москвы не только помогли делом, но и написали теплые пожелания раненым бойцам из Якутии. Движение «Волонтеры Саха» тесно сотрудничает с московским оперштабом комиссии «Вместе к победе». А впереди новые совместные акции и мастер-класс по изготовлению противоминных флажков в санатории Бесчегда. Мы дружим очень с якутскими волонтерами. Мы вместе на различных мероприятиях принимаем участие. И вот девочки, наши якутяночки, предложили поучаствовать в таком мероприятии. Мы не отказались, собрали команду сразу же. Сейчас мы очень часто помогаем бойцам. У нас есть люди, которые постоянно плетут маскировочные сети, делают накидки для бойцов, заливают свечи, носилки. А многие из наших добрых сов помогают еще и в госпиталях. С добрыми совами в дальнейшем будем работать, поддерживать наших ребят. Будем у них получать курсы военных психологов каких-нибудь. И постараемся дальше сотрудничать, работать и больше знакомиться для достижения целей специальной военной операции. Дистанционные мошенники стали похищать деньги у россиян через вредоносную программу, которую устанавливают под видом VPN. Так аферисты рассылают приложение VPN, после установки которого они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похитить средства. МВД в связи с распространением данного мошеннического приложения советуют не устанавливать ничего на устройство из непроверенных источников. Более 2000 антропоморфных машин примут участие во вторых всемирных соревнованиях человекоподобных роботов, которые начнутся в столице КНР уже 22 августа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. В течение 5 дней состоится 30 спортивных, игры с мячом, противоборства и производственных, промышленная сборка соревнований, а также 21 состязание, которое касается предоставления бытовых услуг. С учетом большого количества дисциплин и насыщенности графика на этой площадке создана надежная инфраструктура для зарядки и тренировок роботов. Участники будут использовать систему связи 5G, которая, как утверждается, предотвратит технические сбои. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Новости мы обсудили, а теперь время для приятного удивления. Знаете, что сегодня за день? День любимого дивана. Шуточный праздник, который в России отмечают каждый год 17 августа. Есть версия, что дата связана с саратовским рекордом, установленным в 2014 году. Тогда мастера создали самый длинный в мире диван, более 1 километра, внесенный в книгу рекордов Гиннесса. Конструкция весила около 50 тонн, а после выставки ее разобрали на 500 обычных диванов. Продали, а выручку почти в 10 миллионов рублей направили на благотворительность. Оказывается, в этом календарном листе спрятано столько всего, что мы просто не имеем права пройти мимо. Юбилеи великих, необычные праздники и исторические повороты. Обо всем этом в нашей постоянной рубрике. На календаре 17 августа. Сегодня отмечают День комиссионного магазина. По народному календарю Авдотья Малиновка, огуречница или синегнойка. В эту пору поспевала дикая малина. Также на Авдотью последний сбор огурцов. А синегнойкой же Авдотью прозвали, потому что в ее день часто случались дожди, из-за которых сено мокнет и гниет. Этот день в истории. 1648 произошло решающее сражение между революционной армией генерала Кромвеля и англо-шотландскими роялистами. 1896 – начало золотой лихорадки на Клондайке. В 1928 – 17 августа в Москве открылся стадион «Динамо». 1948 – мать Тереза покинула обитель Лоретто, чтобы служить беднейшим из Калькутты. А в 1998 в этот день в России произошел дефолт. В этот день родились Пьер Ферма, французский математик, создатель теории чисел; Матвей Захаров, советский военачальник, маршал и дважды Герой Советского Союза, профессор; Михаил Ботвинник, советский шахматист, 6-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер;
Олег Табаков – советский российский актер, режиссер, педагог. Николай Губенко – советский российский актер, режиссер, сценарист, общественный деятель. Муслим Магомаев – советский, азербайджанский оперный эстрадный певец, народный артист Советского Союза. Также в этот день родился Роберт Де Ниро – американский актер, режиссер, продюсер, обладатель премии «Оскар». Именины сегодня у Алексея, Андрея, Арсения, Дарьи, Дениса, Дмитрия, Евдокии, Ивана, Ирины, Ии, Константина, Кузьмы, Максимилиана, Михаила и Семена. Иногда спиртное становится привычной частью отдыха или способом снять напряжение после тяжелого дня. Но когда такая привычка начинает влиять на настроение, отношения и повседневную жизнь. С 17 по 23 августа проходит неделя трезвости. И сегодня разбираемся в психологической стороне этой темы вместе с клиническим психологом Якутского реабилитационного наркодиспансера Виталием Александровичем Долгуновым. Виталий Александрович, доброе утро. Доброе утро. Скажите, почему человек начинает воспринимать спиртное как способ расслабиться или справиться со стрессом? Как мы все знаем, да, алкоголь является доступным. И обычные люди, чтобы расслабиться, его выпивают. Но на самом деле он как бы в кавычках антидепрессант, потому что алкоголь имеет самые большие и множество проблем, да, которые после него несут. Где проходит граница между привычным потреблением и ситуацией, на которую уже стоит обращать внимание, когда это уже становится реальной проблемой? Обычное, привычное, да, как говорится, когда человек выпивает 2-3 бокала, раньше выпивал, да, а когда, через некоторое время он ощущает, что 2-3 бокала – это мало, да, и он удваивает, чтобы расслабиться. Тогда можно судить, что с этим человеком что-то не так происходит. Вы же, когда едите какую-то пищу, вы же не перебарщиваете. А с алкоголем получается так. Чтобы войти в то же состояние, которое он первый раз ощутил, он удваивает, утраивает и так дальше. А какие еще изменения в поведении могут говорить о том, что эта привычка начинает уже становиться проблемой? Проблемой становится ситуация, когда человек начинает ощущать, да, что от него отворачиваются не только родственники, да, но и коллеги. Когда начальник уже говорит, что ему надо завязывать, да, это уже последняя инстанция, да, получается. А когда тебя, раньше, если приглашали друзья и родственники на какие-то мероприятия, а в последнее время тебя не приглашают, да, значит, тоже как будто это твоя, да, ситуация. Потому что каждый родственник понимает, да, что он не хочет, чтобы их родственников принял их праздник, да, как стартовую площадку для злоупотребления. Почему человеку бывает сложно отказаться от спиртного, даже если он уже осознает, что это стало проблемой? Люди, которые переедают, и те, которые злоупотребляют алкоголем, да, стоят в одной ступеньке. Потому что когда вы переедаете и говорите, да, что с понедельника я буду худеть, да, и сколько раз они срываются. И тогда их сила воли уже не играет, да, роли. Им нужно обратиться к специалистам, которые работают в этой узкой специализации, да, и которые им могут помочь. А если человек сам понял, что привычка уже стала достаточно регулярной, да, и может ли он своими силами как-то справиться с этой проблемой? Обычно так получается, что только где-то злоупотребляющий, наверное, из 10 только один человек, наверное, еще больше, из 30 только один человек, да, может сделать так, а все остальные будут злоупотреблять этим делом. Что происходит с эмоциональным состоянием человека, когда он перестает резко употреблять спиртное? Обычно почему люди пьют? Потому что они боятся, да, чувства тревоги, чувства
страха, чувство проявлять некоторые эмоции, которые у них накопились. Поэтому люди, чтобы не чувствовать, да, вот эти яркие чувства, они начинают это, как бы это подавлять алкоголем. Ну, как мы уже отмечали, вот злоупотребление, оно часто бывает таким как бы способом расслабиться после тяжелого трудового дня. Вот. А чем можно, например, заменить вот? Ну, обычно, да, те люди, которые работают, ну, физическим трудом, да, когда они начинают расслабляться алкоголем, ну, конечно, это плохо, да, но и им бы можно было посоветовать посмотреть более легкие фильмы, да, комедии, которые могут, да, мышечное напряжение тоже снять, да, какие-то сказочные, фантастические, да, моменты, когда это уже не обыденная жизнь, да, а это надуманное. Потому что их воображение все время, как будто это шорох, да, он смотрит, какие проблемы, драматические, боевые, там, триллеры, ужасы не надо, да, а нужно смотреть легкие. Или включить легкую музыку. Как вот родственникам помочь человеку и как с ним правильно разговаривать, если они узнали, что есть уже эта проблема? Ну, родственники, те, которые живут рядом, они мало-помалу начинают вникать в эту ситуацию, да, и по всему миру мы предлагаем, да, треугольник Карпмана, который стоит, ну, три треугольника, и они начинают роли играть, да, спасатель, жертва, агрессор, да, и люди, которые живут с злоупотребляющим человеком, они медицины называются созависимые. Потому что они не употребляют, но из этого треугольника, да, им трудно выбраться. Поэтому, если люди имеют кое-какие ситуации, и их сила как бы это не решает их проблемы, да, то лучше обратиться к специалистам. Ну вот, почему советы вроде «просто возьми себя в руки» обычно не помогают? Ну, человек, который очень много пьет в последнее время, да, он как бы это не только подавляет свои эмоции, но в то же время, да, он начинает себя чувствовать отверженным, отчужденным, да, от социального общества, да, а это очень большая проблема, чтобы решиться, да, и в этом времени, когда он не соучастник всех событий, он чувствует одиночество, а у одинокого человека мысли крутятся только внутри него. И он надумывает, да, начинает навязывать другим людям. Он посмотрел на меня, потому что, наверное, так подумал, да. И что такое чувство воли, да? Это то, что ты, когда себя считаешь счастливым на самом деле. Человек несчастный не имеет силы воли, потому что человек счастливый, да, он может сделать еще больше, чем в него заложено. Вот с чего начать? Ну, обычно тем, которые очень много раз срывались, можно предложить, чтобы они обратились к нам, да? Мы находимся на проспекте Михаила Николаева, это бывшая автодорожная, 38. Любому человеку, который страдает не только алкоголизмом, да, и родственникам, которые имеют страдающих людей, да, можно к нам обратиться. Мы все специалисты, наркологи, психологи, терапевты, мы все работаем ради вашего здоровья. Спасибо большое. Надеюсь, наши телезрители обратят внимание, если вдруг столкнулись с этой проблемой, конечно, обязательно обратятся. Спасибо. Друзья, ну, у каждого из нас есть место, где мы чувствуем себя нужными, где нас любят, ждут и ценят. Сегодня мы хотим рассказать вам об Аслане, мальчишке, которому очень важно найти такое место. Он общительный, энергичный и по-настоящему жизнерадостная. Судьба распорядилась так, что сегодня Аслан ищет родителей. Им нужна семья, которая подарит ему самое главное – любовь и заботу. В
волейбол, баскетбол. Здесь он чувствует себя в своей стихии. Но путь к спорту был стремительным. До 7 класса Аслан был заядлым компьютерным игроком. А потом резкий поворот. Он выбрал железо, но не в виртуальном мире, а в тренажерном зале. Теперь это его образ жизни. Это сколько килограммов? Это 12. Вот это тоже вот так. На каждую руку по 15 раз. Как давно ты занимаешься физическим здоровьем? Я недавно начал. Какие успехи? Там мышечная масса набралась? Мне это трудно, потому что я высокий. А почему решил физическим здоровьем заниматься? Не знаю, начал восхищаться. Кем? Вот Серега Климов, я когда увидел то, что у него накачана форма, вот такой, я тоже так хочу. А кто это такой Серега Климов? С 4-й семьи. Мальчик. Один из тот же ребят, да? Вдохновил тебя. Он сейчас здесь? Да. Вместе занимаетесь? Но спорт не единственная его страсть. Его любимый предмет в школе – физика. Особенно, когда дело доходит до лабораторных работ, где можно пощупать законы мироздания руками. Мне хотелось бы, чтобы подошла, где есть такой папа, который бы направлял бы, руководил бы именно по мужской, потому что он сам очень к этому стремится, хочет быть сильным, спортивным. Он вам показывал, что он еще хотел бы накачаться, чтобы от папы он набрался бы мужества, ответственности, чтобы нести ответственность за себя, за других людей. Хотелось бы такого, чтобы у Аслана была такая семья с мужским стержнем. И мама, конечно, свои обязанности. Любящая, заботливая мама как мама, а папа, чтобы был такой твердый, со стержнем. Аслан живет в центре с 12 лет, и за эти годы воспитатели называют его опорой. Очень добрый, очень чистоплотный, трудолюбивый. Свою работу любую он выполняет ответственно и качественно, хорошо выполняет. В этом году, 2 года как уже, он стал более такой спортивный. Он увлекается баскетболом и бегом, участвует в соревнованиях. Но раньше его первый талант, который открыли, это было, он пел и участвовал в разных конкурсах. Сейчас ему 15, переходный возраст. Но Аслан, наоборот, стал только спокойнее и рассудительнее. На него можно положиться, как на старшего. Уважает и тянется к младшим, умеет дружить. У него всю жизнь была мечта, когда он еще маленький совсем приехал к нам, он говорил: кем ты будешь? Он всегда говорил: буду бульдозеристом. Сейчас сварщик. Откуда? Да, а теперь сейчас уже поменял свои приоритеты. Аслан уже почти взрослый мужчина, но в душе он все еще ребенок, который ищет своих людей. Сильного отца, который научит его мужским хитростям, и нежную маму, которая просто будет любить. Если в вашем сердце есть место для такого сына, подарите ему эту надежду. Ну а прямо сейчас мы перенесемся во Владивосток, где в 3-й раз уже прошел фестиваль пляжных видов спорта «Сапфест». Главной площадкой стал обновленный пляж бухты Патрокол. Организаторы поставили рекорд по числу участников. Их собралось около 1500. В программе были как классические дисциплины, гонки на сапах, так и яркие шоу-форматы. Например, карнавальный забег, где участники удивляли своими костюмами. Подробности о самом ярком моменте – карнавальном заплыве в репортаже наших коллег. Один из пляжей Владивостока превратился в настоящий морской карнавал. Все это проходит в рамках фестиваля «Сапфест», который стал для нашего города уже традиционным. Для такого события пришлось и мне принарядиться. А как прошел самый запоминающийся этап «Сапфеста» и у кого был самый яркий костюм, расскажем в нашем сюжете. Глаза буквально разбегаются. Тут и русалка, и пират, и яркая конфета. А герои из аниме и наши Дед Мороз со Снегурочкой плавают рука об руку. На сапы встали те, кому обычного плавания явно было недостаточно. Вообще люблю весь пляжный движ, а когда у тебя хобби совмещает два твоих хобби, не хобби, а мероприятие совмещает 2 твоих хобби, это вообще прям классно, особенно если ты работник, это 5 через 2, это прям классно. Я выгуляю свой костюм, еще и на сапе покатаюсь, даже 2 в одном, вообще офигенно.
Правила простые. Сначала дефиле по берегу, потом на доску и в море. Судьи оценивали комплексно костюм, артистизм, сложность конструкции и, главное, как это все великолепие держится на САПе. Были яркие экземпляры, которые поучаствовали в номинациях «Лучший костюм» и номинация «Лучшая конструкция». Владивосток у нас город энергии, ярких людей, поэтому это такая изюминка нашего мероприятия для того, чтобы показать, какие люди у нас креативные, какие они яркие, какие они творческие. Настоящий ажиотаж собрал вокруг себя костюм «Медузы». Для Анастасии участие в САП-карнавале стало уже доброй традицией. Здесь она в 3-й раз. В этом году получилось взять 1-е место в номинации «Лучший костюм». Наряд, признается участница, готовила сама. Это костюм «Медузы», которая вышла из морских глубин. По частям все собирала. Это строительная каска, обруч с детского мира и много бус, органзы. Заявить о себе собрались 16 творцов. Планы были гораздо больше, но из-за пробок участники не добрались до фестиваля. Призовые достойные. Первые 4 места наградили денежными сертификатами, билетами в кино и в кафе. Но главный приз достался зрителям. Такие карнавалы на воде проходят всего раз в год. Степан Федов, Андрей Лепунов, «Панорама». Красота, сотни людей на САПах, музыка, солнце и отличное настроение. Но как это бывает на любом массовом празднике, кто-то мог обронить кошелек, а кто-то случайно найти чужую банковскую карту. И вот тут начинается самое интересное. Находка может обернуться проблемами, если поступить неправильно. Что делать, если вам в руки попала чужая карта? Передаем слово нашему юристу. Что делать, если нашел чужую банковскую карту? Если вы нашли чужую банковскую карту, действовать нужно быстро и правильно, чтобы не навредить владельцу и не нарушить закон. В первую очередь позвоните в банк, который выпустил карту. Номер горячей линии обычно указан на ее обороте. Сообщите оператору о находке. Он задаст уточняющие вопросы и заблокирует карту. Отнесите карту в отделение банка. Сотрудник примет ее, заблокирует и свяжется с владельцем. При передаче карты попросите выдать вам расписку или иной другой документ, который подтверждает факт возврата. Если поблизости нет отделения банка, обратитесь в полицию. Придется заполнить заявление с указанием обстоятельств находки, где, когда и при каких условиях вы ее обнаружили. Чего делать нельзя? Не пытайтесь расплатиться найденной картой. Это считается кражей и влечет уголовную ответственность по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Даже неудачная попытка оплаты уже является правонарушением. Не ищите владельца самостоятельно через соцсети или мессенджеры. Это рискованно. Вы можете стать подозреваемым, если с карты уже успели снять деньги. Кроме того, публикация фото карты может привести к мошенническим схемам. Не публикуйте фото найденной карты в интернете. Это нарушает конфиденциальность данных владельца и подвергает вас риску столкнуться с мошенниками. Не переводите на найденную карту небольшие суммы, например, 1 рубль, с просьбой связаться. Такой совет часто используют мошенники. А если карта в банкомате, не трогайте ее. Банкомат автоматически заблокирует и втянет карту внутрь, если владелец не забрал ее в течение нескольких десятков секунд. Когда владелец обнаружит пропажу и придет в банк, карту извлекут и вернут ему. Важные рекомендации. Зафиксируйте обстоятельства находки, снимите видео на телефон, четко озвучив дату, время и место обнаружения карты. Это может пригодиться в случае разбирательств. Также не храните найденную карту у себя. Это создает риск ее использования посторонними лицами. Помните также, что банковская карта – это собственность банка, а не человека, на чье имя она выпущена. Ваша задача – сообщить о находке, а не присваивать ее. Знайте свои права. Ну, замечательный совет, мне кажется, очень полезный, потому что, правда, часто бывает, что карты теряют, особенно сейчас скоро 1 сентября, часто теряют их дети. Ну, мы часто ищем советы не только от юристов, но и в окружающей суете будни. Астрологи, вот, например, подготовили обзор тенденций для всех знаков зодиака на предстоящую неделю. Кого-то ждет карьерный взлет, кому-то важный разговор, а кто-то просто захочет укутаться в плед с чашкой чая. С вашей судьбой на ближайшую неделю познакомимся прямо сейчас в нашем астропрогнозе.
Овны. На этой неделе вы можете почувствовать, как усталость накапливается от дел, которые давно пора отпустить. Возможно, вы захотите пройти через все на скорости, но лучше остановиться и понять, куда уходит ваша энергия. 18 августа обратите внимание на свою самооценку. Не бойтесь просить поддержки у близких, успех не всегда одиночная миссия. Ваша главная задача сейчас не в том, чтобы доказывать, что вы полны энергии, а в том, чтобы решить, кто и что ее достоин. Тельцы. Ваше тело на этой неделе знает правду лучше, чем разум. Обратите внимание на мелкие физические сигналы. Вы могли называть себя уставшими, но на самом деле истощение приходило от постоянных мелких неудобств, которым вы не придавали значения. Сейчас контраст становится заметнее. Возвращается не только усталость, но и способность получать простые удовольствия. Вкусную еду, чистую постель, время, принадлежащее только вам. Выбирайте тот комфорт, который возвращает вас в собственное тело. Близнецы. Самое ясное действие на этой неделе – закрыть лишние вкладки, чаты и разговоры, которые перезагружают ваш разум. Ваш ум не потерял любопытство, он просто перенасыщен. Сейчас вам не нужно 10 захватывающих возможностей, достаточно одного интересного вопроса, который удержит ваше внимание. Доверьтесь тишине и позвольте себе побыть в покое, чтобы услышать действительно важное. Раки. Ваша интуиция обострится как никогда. Эмоциональная глубина поможет вам увидеть скрытые мотивы других людей. Неделя благоприятна для укрепления отношений с близкими, искренний разговор решит то, что копилось месяцами. Однако будьте осторожны с эмоциями во вторник и среду, когда Луна в Скорпионе может сделать вас слишком впечатлительными. В выходные найдите время для творчества и уединения. Львы. Период высокого напряжения в вашем знаке подходит к концу. С 22 августа, когда Солнце перейдет в Деву, пришло время вернуться на Землю и заняться деталями, особенно финансовых. Это может ощущаться как замедление, но на самом деле поможет вам продвинуться дальше. Тщательно проверяйте любые новые вложения, сейчас важно не упустить мелочи. Девы. С 23 августа начинается ваш сезон. Солнце входит в ваш знак, принося ясность и практичность. Это время сортировки, наведения порядка в повседневных делах и выбора того, что действительно облегчает вашу жизнь. Ваша привычка все упорядочивать сейчас будет как никогда кстати. Наслаждайтесь этим периодом, он создан именно для вас. Выходные идеально подходят для планирования и систематизации. Весы. 20 августа первая четверть Луны в Скорпионе призывает вас взглянуть правде в глаза, особенно в финансовых вопросах. Пересмотрите свой бюджет и убедитесь, что не упускаете важных деталей. Не позволяйте страхам взять вверх. Скорпион часто приносит темные мысли, которые не всегда отражают реальность. Увидев реальное положение дел, вы поверите в свою долгосрочную стабильность. Скорпионы. В середине недели, когда Луна проходит через ваш знак, ваша страсть и интенсивность будут на пике. Это мощное время для трансформации и глубокой внутренней работы. Однако остерегайтесь импульсивности и склонности к спорам. Они могут испортить отношения. Используйте эту энергию для творчества и личного роста, а не для конфликтов. Стрельцы. Неделя принесет вам вдохновение и желание приключений. Ваша открытость к новым идеям привлечет интересных людей и полезные контакты. Однако не торопитесь с решениями в середине недели. Луна в Скорпионе может подтолкнуть к импульсивным поступкам. В выходные, возможно, неожиданная поездка или приятное известие от друзей. Следуйте за тем, что зажигает вашу душу. Козероги. Вам предстоит найти баланс между работой и личной жизнью. Дисциплина поможет справиться с растущей нагрузкой, но не забывайте о близких. В начале недели, возможно, небольшие трения из-за вашей занятости. Уделите время семье. Конец недели благоприятен для постановки новых целей и планирования. Ваша настойчивость скоро принесет плоды. Водолеи. На этой неделе ваша уникальность и нестандартное мышление будут особенно ценны. Честный разговор с близким человеком поможет разрешить затянувшийся конфликт. В середине недели возможна помощь от старшего друга. Не отвергайте ее. Будьте собой и не бойтесь выделяться. Это привлечет удачу. Выходные проведите в кругу единомышленников и любимых людей. Рыбы. Творческая энергия и интуиция находятся на подъеме. Медитации и уединение помогут обрести ясность в запутанных вопросах. Неделя благоприятна для духовного роста и самопознания. В субботу вас ждет приятная встреча с единомышленниками. Завершите неделю легким отдыхом на природе, чтобы набраться сил перед новой рабочей неделей.
Доброе утро, коллеги. Далее блок новостей. Новая школа номер 1 в Якутске готовится принять первых учеников. Стройготовность здания на 253 учащихся достигла 100%. Глава республики Айсыл Николаев ознакомился с учебными помещениями и созданной инфраструктурой школы. Он отметил, что открытие нового здания позволит обеспечить детям современные и комфортные условия для обучения. Новое четырехэтажное здание расположено, напомню, на проспекте Ленина. Его общая площадь превышает 6000 квадратных метров. Проектом также предусмотрены благоустройство прилегающей территории и спортивные площадки. Надеемся, что 1 сентября ввод объекта будет оформлен документально, и окружная администрация примет этот объект. И после того, как мы получим лицензию, мы, естественно, войдем в здание. 10 километров автотрассы Вилюй продолжат дорожники МУАТ до конца октября. Участок от Мирного в сторону Ленска – очередной этап капитального ремонта дорожного полотна. Попутно дорожники реконструировали и мост через реку Хадар, заменили его основание и обновили подъезды. Движение машин возобновлено. На участке работает асфальтный комплекс в количестве 9 человек. Также работает комплекс по доводке. Это автогрейдер 2 катка, 4 самосвала. И также работает комплекс по укладке щебня фракции, ЩПС фракции 0,64. Это бульдозер, каток и 6 самосвалов. Волонтеры Саха из Москвы налаживают дружбу со столичными добровольческими сообществами. К их акции по помывке инвалидных колясок для военных госпиталей Центрального региона присоединился отряд «Добрые совы». А серебряные волонтеры Москвы не только помогли делом, но и написали теплые пожелания раненым бойцам из Якутии. Движение «Волонтеры Саха» тесно сотрудничает с московским оперштабом комиссии «Вместе к победе». А впереди новые совместные акции и мастер-класс по изготовлению противоминных флажков в санатории Бесчегда. Мы дружим очень с якутскими волонтерами. Мы вместе на различных мероприятиях принимаем участие. И вот девочки, наши якутяночки, предложили поучаствовать в таком мероприятии. Мы не отказались, собрали команду сразу же. Сейчас мы очень часто помогаем бойцам. У нас есть люди, которые постоянно плетут маскировочные сети, делают накидки для бойцов, заливают свечи, носилки. А многие из наших добрых сов помогают еще и в госпиталях. С добрыми совами в дальнейшем будем работать, поддерживать наших ребят. Будем у них получать курсы военных психологов каких-нибудь. И постараемся дальше сотрудничать, работать и больше знакомиться для достижения целей специальной военной операции. Дистанционные мошенники стали похищать деньги у россиян через вредоносную программу, которую устанавливают под видом VPN. Так аферисты рассылают приложение VPN, после установки которого они получают полный контроль над мобильным телефоном жертвы. Это позволяет им войти в банковское приложение и похитить средства. МВД в связи с распространением данного мошеннического приложения советуют не устанавливать ничего на устройство из непроверенных источников. Более 2000 антропоморфных машин примут участие во вторых всемирных соревнованиях человекоподобных роботов, которые начнутся в столице КНР уже 22 августа. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая. В течение 5 дней состоится 30 спортивных, игры с мячом, противоборства и производственных, промышленная сборка соревнований, а также 21 состязание, которое касается предоставления бытовых услуг. С учетом большого количества дисциплин и насыщенности графика на этой площадке создана надежная инфраструктура для зарядки и тренировок роботов. Участники будут использовать систему связи 5G, которая, как утверждается, предотвратит технические сбои. На этом все. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Лето почти пролетело, и уже через 2 недели, 1 сентября, школы готовятся. Учителя возвращаются из отпусков, а родители достают дневники. Но перед стартом учебного года в Якутии пройдет главное образовательное событие – августовское совещание. Оно начнется 19 августа. Что будут решать, что поменяется в школах и каких сюрпризов ждать детям? Об этом сегодня поговорим с нашим гостем в студии Степан Степанов, заместитель министра образования и науки Якутии. Доброе утро. Доброе утро. Ну вот совсем скоро 1 сентября, очень волнительно. Какие основные задачи перед системой образования в Якутии стоят в этом году в первую очередь?
Еще раз доброе утро всем нашим телезрителям, жителям Якутии. Действительно, у нас сейчас самые волнительные времена. Возвращаются педагоги уже в школу потихонечку. Сейчас будем готовиться и детям, и нам, как родителям в том числе. Вот. А с 1 сентября, работа большая на самом деле, но давайте по блокам. В первую очередь мы будем готовить, конечно же, наши объекты здания. То есть завершаем капитальные ремонты, текущие ремонты, подготавливаем к отопительному зимнему периоду и так далее. Следующее. В новом учебном году, конечно же, будем уделять внимание приоритетно это повышению качества образования. Будем продолжать эту работу планомерно. Сейчас статистика и анализ показывает, что у нас действительно есть результаты по техническим наукам, по физике, химии. Помните, уже по поручению руководства страны и республики мы уделили особое внимание на таким точным наукам, как физика, химия. Вот. И, соответственно, будем, конечно же, работать в тесном взаимодействии с родительской общественностью, вот, потому что очень серьезное внимание сейчас нужно уделить еще и воспитанию, а не только качеству образования, но плюс воспитанию детей. Вот. Ну и все мы знаем, что был указ президента от июля о некоторых гарантиях педагогов, об особом статусе учителя. Здесь также мы обратим особое внимание, тоже планируем работать после того, как правительство России во исполнение поручений президента примет нормативно-правовые акты соответствующие. Августовское совещание начнется уже послезавтра. Какая будет основная тема или темы? Да, августовское совещание традиционно у нас обязательно пройдет в столице Якутии в очно-дистанционном формате. Особо здесь тема у нас будет вокруг здоровья сберегающих технологий. То есть мы совместно с Министерством здравоохранения, Министерством по физическому культуре и спорту будем разговаривать вокруг темы вообще в целом здоровья сберегающих технологий в школах. Здесь речь идет не просто как о профилактике, да, как можно считать, простудных заболеваний и так далее. Нет, здесь в целом здоровье, в том числе и психологическом здоровье наших детей. То есть это внутри школы, там особо, чтобы атмосфера была, чтобы все условия были созданы для того, чтобы наши дети полностью посвятили себя образованию. Вот. Отдельно будем здесь смотреть тоже на нагрузку на детей. Здесь мы считаем, что на выполнение домашних заданий, например, да, дети тратят очень несправедливо много времени. Вот, поэтому, дети должны в свободное от учебы время должны заниматься спортом, опять же, дополнительным образованием. Вот. Августовская совещательная программа уже утверждена на 2 дня, очень большая программа, на самом деле, по 5-6 основным направлениям это пройдет. Это и профессиональное образование, это и внедрение новых технологий, использование искусственного интеллекта в системе образования. Это и отдельно, конечно, сфера безопасности, комплексная безопасность сейчас вот очень актуальна, и требования у нас меняются. Завтра как раз будем принимать участие во всероссийских учениях антитеррористических. Вот с этого и будем считать, что начнем августовские совещания. Вкратце, чтобы ввести в курс дела, особенно родителей, да, вот что нового появится в школах Якутска с этого учебного года? Может быть, новые предметы, может быть, кружки, может быть, даже форма обучения как-то поменяется? Кстати, да, это очень хороший вопрос, на самом деле актуальный, потому что в текущем году у нас есть что новое предложить. Во-первых, у нас по запросу, скажем так, родительской общественности возвращается у нас оценка за поведение. Раньше считалось, что поведение это не оценивается, да, оцениваем только знания, но сейчас уже такое можно. Это будет такая 3-уровневая система оценки, как недопустимая, допустимая и удовлетворительная, хорошая. Вот. А потом еще из нового, конечно же, это новые предметы. Предмет, который изучает духовно-нравственную культуру, это совсем новый предмет. Вот. Отдельно будет уделено внимание особое на изучение истории России, истории родного края, где отдельным блоком тоже упоминается. Здесь мы с точки зрения того, чтобы донести до детей о том, что у нас Россия великая тем, что она многонациональная. И единство мы должны показать именно вот через призму многонациональности. Вот. И из новшеств у нас, наверное, немаловажно, это корректировка часов по изучению иностранных языков. Например, для младших классов там вместо 4 часов, 3 часов будет 2 часа уделено на иностранные языки, а то, что высвобождается, мы планируем перенаправить на изучение основных предметов, это русский язык и математика.
Ну, так интересно получается. Вот у тебя какая оценка по поведению была? Ой, ну, я был прилежным учеником. Все понятно. Скажите, а вот как идет подготовка школ сейчас к 1 сентября? Да, вот, как уже упомянул, завершаем мы ремонтные работы. Здесь нужно понимать, что мы ремонт же еще особое внимание уделяем на реализацию национальных проектов. То есть у нас 2 национальных проекта — это «Семья», «Молодежь и дети», где ремонтируем не только школы, но еще и детские сады, и учреждения среднего профобразования. Вот, 8 школ, 7 объектов детского сада, 6 объектов СПО. Но вместе с тем надо понимать, что районы, они сами тоже проводят ремонтные работы за счет муниципальных средств и так далее. И у нас обязательство перед федеральным министерством по соглашению завершить эти ремонтные работы до конца календарного года. Но мы стремимся, чтобы к 1 сентября все было. У нас стоит конкретная задача не менее 75% подготовить. Вот, это идет все у нас по плану. Есть, конечно, объективные факты отклонения от графиков, не без этого. Это и санкции у нас влияют, и сейчас вот в сфере обеспечения топливом тоже есть сложности у поставщиков и так далее. Но это все устраняется, это все в рабочем режиме решается. И, безусловно, мы все поставленные задачи реализуем. Это однозначно. Тут вообще сомнений нет. Отдельно, конечно, мы в рамках августовских совещаний, опять же, будем разговаривать по поводу мер поддержки учителей у нас в регионе. Вот. И, конечно, будем прорабатывать также вопросы взаимодействия с родительской общественностью. Мы считаем, что мы, вот, педагоги, ученики и родители должны быть в единой команде. Вот мы в коротком ролике сейчас посмотрели подготовку ввода школы номер 1, вот, где как раз-таки вот родители, да, педагоги и строители все в одной команде готовят хороший, очень хороший новый объект. Спасибо большое. Спасибо. Желаем хорошего проведения совещания. Ну и чтобы итоги вас удовлетворили и, конечно, все успели сделать к 1 сентября. Спасибо. Дорогие телезрители, ну, начинайте тоже подготовку к 1 сентября, ну а мы с вами увидимся завтра. Да, мы, конечно, увидимся завтра и желаем вам хорошего, продуктивного дня. До новых встреч в эфире. Пока.